Компания «Югагрохолдинг» создана в августе 2015 года. Компания занимается в основном выращиванием овощных культур. В нашем случае мы выращиваем томаты в Турции. Построили 2 тепличных комбината по 10 гектаров. У нас где-то 450 рабочих мест создали. Будучи премьер-министром, Дмитрий Анатольевич Медведев приезжал. И очень довольно уехал. Да тут невозможно быть недовольным, когда собственную страну кормим уже не турецким, а своим. Это колоссальный труд. Это вырастить вот это, сохранить. Спасибо вам просто огромное от всей души. Даже запах, да? Да. Такое детство, настоящий такой. Это самый экологически чистый продукт. У нас у каждого есть выбор. И Чечня всегда была примером истинного служения и примером поддержки власти. Благодарим вас всегда за это. И, конечно, первого президента, который все для этого сделал. И сейчас для нас важно, чтобы вся республика, люди понимали, что сегодня, как никогда, вы понимаете лучше других, Конечно. что такое мирная жизнь. Наш народ это больше всех, можно сказать, понимают. В эти дни в актовых больших залах, концертных, театральных залах старейшины и молодежь собирались и обсуждали, как в выборы надо пойти. Если нам говорят, чтобы мы пришли и отдали голос, значит, здесь уважают право человека. Нам дали выбор. Правильно, абсолютно с вами согласна. Для нас это важно. Пусть народ выбирает, но народ знает, что сегодня есть возможность выбрать. Ну и предприятие пусть процветает. В следующий раз буду лететь над Грозным, и чтобы все было, как подлетаешь, а там одни теплицы, чтобы была самая мощная теплица. Всего вам самого доброго процветания, да, Спасибо и вам тоже большое. благодаря. Спасибо всей большое. Здесь, где мы находимся, продолжение проспект Путина. Вот сзади мы можем наблюдать проспект имени нашего президента. Не просто проспект будет, и район будет имени Владимира Владимировича Путина. Так решил Рамзан Ахматович. Я думаю, когда это построится, нашему президенту будет приятно приехать. Открыть, когда здесь дети будут, школы, сады. Вот реально город, в котором хочется жить. Вот его еще нет, а он уже с картинки смотрит. Вот эта идея, мне надо про нее всем мэрам рассказать. Когда люди не видят стройку, а видят, что будет за стройкой. Они видят перспективу. Ахматович контролирует, приезжает, смотрит, настолько работа проведена над проектами, над всеми вопросами, вот смотрит, сам контролирует весь процесс. Молодец, молодец, он молодец, хорошая команда. Здравствуйте, лучшие просто представители нашей страны. С визитом заехали вас поприветствовать, сказать вам слова благодарности от всех наших земляков. А земляки – это все россияне. Мы тоже с вами все разных национальностей, но объединяет нас одно – желание, чтобы страна жила родная. Спасибо, что добровольцы, спасибо за то, что идете Родину защищать, детей, стариков, женщин. Тех матерей, которые потеряли сыновей, тех матерей, которые ждут сыновей. Спасибо вам огромное от всех нас за то, что вы есть. Знаю точно, что здесь под руководством руководителя республики, мэра Грозного, что все тут будет в порядке. Молюсь за вас сегодняшний день, чтобы у вас все было хорошо. Обязательно победим, даже нет тени сомнений. Распоряжением главы Чеченской Республики за личные заслуги в развитии местного самоуправления и повышении эффективности систем управления деятельность, получившую общественное признание, награждается благодарственным письмом главы Чеченской Республики Гусевой Ирины Михайловны, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член Президиума Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. За большой вклад и содействие развитию местного самоуправления присваивается звание «Почетный гражданин города Грозной» Гусевой Ирине Михайловне. Решением Президиума Высшего Совета Ассоциации развития местного самоуправления за заслуги в развитии местного самоуправления награждается медалью за развитие местного самоуправления Кадыров Хасмагомед Шахмамедович, мэр города Грозный. Знаком за развитие местного самоуправления награждается Адаев Шамиль Юнадиевич, заместитель мэра города Грозный. Почетной грамотой Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления награждается Мусостов Асламбек Сайдахметович, заместитель мэра, префект Ахматовского района города Грозный. Награждается Дадаев Магомед Аликович, префект Байсангурского района города Грозный. Награждается Шахгириев Тимур Русланович, префект Висаитовского района города Грозный. Награждается Яхьяев Магомед Ханпашиевич, префект Шейх-Мансуровского района города Грозный.
Спасибо вам большое за то, что и умом, и сердцем на службе у Родины. Всем спасибо вам большое, потому что проделана большая работа. И сейчас, даже увидев вас, поняла, что у вас серьезная команда, вы сейчас все вместе. И просто благодарю вас. 89 регионов, все разные. Но только ваш такой гордый, свободолюбивый народ, испытавший на себе все, что только можно испытать, знает цену выборов, знает национальный лидер, сколько сделал первый президент республики, чтобы был мир, и сколько сегодня Рамзан Ахматович делает для того, чтобы мы там далеко чувствовали республику, чувствовали людей созидательных, трудолюбивых, про то, что как город меняется. Я вот там поднялась на часы туда наверх, да, вот любой уголок глянь, везде благоустроено, парки, да, мечеть, одна, вторая, храм есть. Огромное, просто хочу сказать спасибо за то, что вы делаете, за то, что здесь в штабе. В вашей республике действительно есть чем похвалиться, есть чем поделиться, есть что даже взять для других регионов пример. С самого первого, вот как спустились на землю города и региона, сразу увидели всех, кто доброжелательно улыбался и добро пожаловать сказал. В республике живут гостеприимные, замечательные, добрые, талантливые, яркие люди. То, что делает Рамзан для республики, это нам настолько очевидно, его любовь к родине, к людям. В штабе Путина только успевала слушать. У нас вот это и все самое лучшее. Значит, у нас есть будущее, у нас есть перспектива с такими настоящими патриотами нашей Родины. У меня даже сомнений нет. Победа с нами и будет за нами. Здравствуйте, уважаемые. Я сегодня здесь на территории региона работаю и не могла к вам не заехать, не поблагодарить вас за мужской поступок, за то, что сегодня здесь находитесь. И от всех женщин, от всех детей, от всех стариков, от всех, кто знает, что вы какое-то время пойдете на передовую, не дайте им голову поднять ради детей, ради женщин, ради памяти, ради земли нашей, такой многонациональной, такой разной. И только вернитесь, пожалуйста, домой все живые и с победой. Победа однозначно будет за нами. Потому что наш дух не сломить ни при каких обстоятельствах. Пусть вам Всевышний помогает, а наш величайший президент Владимир Владимирович Путин, конечно же, сделает все, чтобы ваши родственники, находясь дома, ни в чем нужды не знали. Спасибо вам большое. Ахмат! Россия! Аллаху Акбар! Ура!